Фолк-группа «Мерина» уносит своими напевами в степи и леса. Этнофестиваль «Лето Каракуз» щедро осыпан кряшенскими песнями, удмуртскими танцами и мордовскими мелодиями. Рядом с современными зданиями в сквере расположились юрты X века, палатки этномаркета с ремесленными товарами и старинными музыкальными инструментами. На этнофестивале и кухня соответствующая – канина с полбы, узбекская окрошка чалоп и, конечно же, плов – традиционное блюдо многих народов. Но, по словам Павла Красильникова, едят его везде по-разному. Где-то со спелыми томатами, есть такой салат, айчичук называется, а где-то с малосольными огурцами. Вот у нас по нашему собственному рецепту мы делаем малосольные огурцы с имбирем, с чесночком, такие очень интересные, насыщенные, с острым перцем халапеньо. И вот эти люди, которые сейчас стоят в очереди, обязательно скоро все попробуют. Восточные яства можно было отведать бесплатно или за символическую плату. Огромный казан казался бездонным. На самом деле он рассчитан на 500 человек. Желающих охладиться ожидали айран и квас в специальных сосудах. А не заскучать самым маленьким гостям фестиваля помогли старинные игры. У вас есть фишка и есть вторая фишка. Вы должны ударить по вот этому краю, тем самым она подлетит и попадет в тарелочку. Очень занимательная игра. Фишка должна залететь в тарелочку. Кто загонит их больше, выигрывает. Так играют в блошики. Татарские ташики, японскую туми-ишу, а еще чилийские, бурятские, корейские игры привезли скауты Бугульмы. У нас дети, например, не один, вот вчера сидели, сегодня дети не отходят от наших игр. Им настолько это интересно. Я думаю, что это и есть замена каким-то современным гаджетам. Мы можем их увести от этого, наверное, вредного влияния некоторых элементов современной жизни. Фестиваль «Лето Каракуз» продлится до 27 августа. По пятницам, субботам и воскресеньям жителей ждет новая программа. Ближайшие мероприятия будут посвящены современной хореографии. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока.